Нетрезвый водитель в Сунтарском районе опрокинул автомобиль. По данным управления ГИБДД, на федеральной дороге Вилюй водитель Toyota Ист 79 года рождения не справился с управлением и вылетел с проезжей части. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. В момент аварии водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Кроме него в салоне находился 46-летний пассажир. Мужчина получил сотрясение мозга и был доставлен в Сунтарскую районную больницу. Проведенный анализ выявил у пассажира алкогольное опьянение. С его слов, по пути следования вместе с водителем они сели в Хоро, распили одну бутылку водки. За минувшие сутки только в Якутске в ходе массовых проверок были задержаны 17 водителей в состоянии опьянения. Полярные авиалинии обнаружили пассажиров и пилота вертолета, совершившего жесткую посадку. Напомню, вчера утром в Центр управления полетами авиакомпании поступило сообщение о том, что в нескольких десятках километрах от Среднеколымска совершил жесткую посадку вертолет Ми-2, принадлежавший частному лицу. Для поиска и эвакуации пассажиров и пилота было задействовано воздушное судно Ми-8 полярных авиалиний. Экипаж в составе 4 человек, а также 3 спасателей и сотрудник полиции вылетел на поиски из аэропорта Среднеколымска. Примерно в 60 километрах в лесном массиве были обнаружены 7 человек. Это 6 пассажиров и пилот Ми-2. Потерпевших эвакуировали, среди них пострадавших нет. В службу спасения Якутии поступило сообщение о том, что в двухэтажном деревянном доме на улице Кальвица в Якутске обрушился потолок. Выяснилось, что потолок рухнул в одной квартире на 2-м этаже. По сообщению спасателей, благодаря тому, что в момент обрушения в коридоре квартиры никого не было, обошлось без пострадавших. Со слов хозяев квартиры, сначала ранним утром были слышны странные звуки, а потом потолок рухнул. По факту обрушения будет проведена прокурорская проверка. По ее итогам, при наличии оснований в отношении всех причастных к произошедшему, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Прокуратурой города Якутска по поручению прокуратуры республики организована проверка по факту частичного обрушения потолка в одном из многоквартирных жилых домов города Якутска. Предварительно установлено, что утром 4 октября текущего года в коридоре одной из квартир деревянного двухэтажного дома, расположенного по улице Кальвица города Якутска, произошел обвал части потолка. Пострадавших не имеется. В данной квартире по договору социального найма проживает семья из 4 человек, в том числе 1 малолетний ребенок. После происшествия они переехали к родственникам. Многоквартирный дом, где произошло обрушение части потолка, аварийным не признавался. В ходе проверки с привлечением специалистов уполномоченных органов будет дана оценка исполнению требований жилищного законодательства, в том числе полноты, законности и своевременности принятия мер органами местного самоуправления, управляющей компанией. По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Спасатели нашли пропавшего пожилого мужчину в Нюрбинском районе Якутии. 85-летний мужчина вышел из дома и не вернулся 3 октября. Родственники сообщили, что у него есть проблемы со здоровьем. В тот же день спасатели вышли на поиски, но из-за темноты операция не увенчалась успехом. Утром 4 октября поиски продолжились, и около 10 часов утра по местному времени мужчину обнаружили лежащим во враге на берегу реки Вилюй. Его доставили в Нюрбинскую центральную районную больницу с легким переохлаждением. Общее состояние мужчины оценивается как удовлетворительное. Пьяный водитель наехал на уличный столб в Якутске. Ночью 2 октября водитель 1999 года рождения на автомашине Nissan Laurel ехал по улице Чернышевского и не справился с управлением. Из-за этого совершил наезд на столб уличного освещения и повредил его, говорится в сообщении ГИБДД. Проведенное медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало результат 0,62 мг на литр. В отношении мужчины составлен административный материал. На данный момент проводится проверка. Следком начал проверку по факту травмирования пациентов в Якутской городской больнице номер 3. В социальных сетях появилось сообщение об обращении порядка 20 человек в офтальмологическую больницу с ожогами роговицы глаз. Пациенты, находившиеся в очереди на прохождение компьютерной томографии в Якутской городской больнице, получили ожоги глаз из-за обеззараживающей лампы, говорится в сообщении Следственного комитета. По данному факту организована доследственная проверка. Следователям проводится осмотр места происшествия, устанавливается количество пострадавших пациентов и их личности, а также степень причиненного их здоровью вреда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Минздрав республики организовал собственное служебное расследование. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Выпуск подготовил Юрий Осипов. Берегите себя и до встречи в эфире.